Эфталии, также абделы, ираноязычные племена раннего Средневековья, 4 и 6 века, создавшие обширное государство, в которое входили Согдиана и Бактрия, Средняя Азия, Афганистан и Гандхара, Северная Индия. Иногда их называют белыми гуннами, на иранских языках как Спетхон, а на санскрите как Светахуна. Согласно Гумилеву, эфталиты – горцы, выходцы из Припомирья. По этой версии эфталиты считаются древнеиранским народом, предками современных таджиков и пуштунов. Самое название эфталиты, самоназвание Эбадала, появляется в источниках во второй половине V века в форме хептрал у армянского историка Лазаря Парпского. Это наименование подсказывает возможность объяснения его как имени одного из ведущих массагетских племен, состоявшего из 7 родов. Хапт означает 7 в иранских языках. Феофан Византийский, 6 века нашей эры, сообщает, что царь эфталитов, с правления которого начинается история эфталитов, носил имя Вахшунвара, Ахшунвара звался Эфталаном, и что по этому названию племя его получило наименование Эфталитского. Китайская летопись Таншу подтверждает это сведение. Еда было родовым именем царя. Впоследствии преемники его этим родовым именем стали называть государство. Большинство исследователей считают их ираноязычным племенем массагетов. Несколько ученых отождествляют эфталитов Прокопия и хионитов Амиана. Некоторые из них считают эфталитов кочевниками, проникшими из Центральной Азии, Джунгарии, в Припомирье. Другие, ссылаясь на средневековых историков, таких как Минандр и Прокопий, отмечают, что эфталиты жили в городах. Также существует мнение, что в Согдиану эфталиты попали не с севера, а с юга. И судя по надписям на монетах эфталитов, выполненным греческими буквами на бактрийском языке, самоназванием эфталитов было Хион. Данный этноним имеет параллели в иранском лексиконе хенр, авестинский язык, и хайнр, древний иранский авестинский язык, означая «войско», «армия». Историк Агусти Алимань указывает, что надписи эфталитов, как и предшествовавших им кушанцев, были выполнены на иранском языке. По словам Ричарда Нельсона Фрая, подобно тому, как более поздние кочевые империи были конфедерациями многих народов, мы можем предположить, что правящие группы из них были или, по крайней мере, включали тюркоязычных племен с востока и севера. Хотя, несомненно, основная масса людей в конфедерации хионитов, а затем и эфталитов говорили на иранском языке. Это был последний раз в истории Центральной Азии, когда ираноязычные кочевники играли какую-либо роль. В дальнейшем все кочевники будут говорить на тюркских языках, и получится тысячелетнее разделение между оседлыми таджиками и кочевыми тюрками. Прокопий Кесарийский, называвший эфталитов белыми гуннами, выводит гуннов от ираноязычных массагетов, сообщая, что среди командиров в византийской коннице был Иган, из народа массагетов, ныне называемых хуннами. В то же время Прокопий отделяет эфталитов от других гуннов, с которыми эфталиты не имеют общих границ, а потому не смешиваются с ними, добавляя, что хотя эфталиты народ гуннский и называется, они, однако, не смешиваются и не общаются с теми гуннами, которых мы знаем, так как не имеют с ними пограничной области и не живут вблизи них. Они не кочевники, как прочие гуннские народы, но издавна обосновались на плодородной земле. Они одни из гуннов белы телом и не безобразны видом, не имеют и образа жизни, подобного им, и не живут какой-то звериной жизнью, как те, но управляются одним царем и имеют законную государственность, соблюдая между собой и соседями справедливость ничуть не хуже ромеев и персов. Следуя Вивьен де Сентября Мартену, Фр. Альтхим полагает, что Бахрам Чубин в 589 году воевал с эфталитами, а не с тюрками, и это недоразумение вынуждает его, вполне последовательно, счесть эфталитами Низак-Тархана, а также противников Кутейбы ибн Муслима в 671 и 672 году и врагов Мухалаба, мешавших ему взять Кэш в 701 году. Иными словами, он, следуя Гершману, отождествляет эфталитов с хионитами и кидаритами, предполагая лишь, что слово «эфталит» обозначало членов царского рода, а «хиона» — народное название.
Этому, однако, противоречат сведения из китайских источников и Масуди об этнической близости эфталитов к юичжам и сагдийцам, также приведенные Альтхеймом.